Еженедельное совещание Кабинета министров под председательством премьера-министра Владимира Сластенина открывается с вопроса о реализации национальных проектов и федеральных программ. На сегодняшний день объем финансовых средств, направленных на эти цели, составляет более 4 миллиардов рублей. Кассовое исполнение – 3 миллиарда 791 миллион рублей. По 6 национальным проектам кассовое исполнение республики превышает среднее значение по стране. Это национальный проект «Молодежь и дети». Наша касса 98,6, по стране 89,6. Инфраструктура для жизни. Наша касса по республике 92,8 и по стране 84,6. Экология 100% у нас и 61,5% по стране. Далее руководитель Центра управления республикой Берс Банхаев доложил о положительной динамике в работе центра, в частности по обратной связи. На прошедшей неделе зафиксировали рост обращений через систему инцидент-менеджмент. Всего 65 обращений, что несколько выше показателей недели ранее. Несмотря на увеличение нагрузки, все заявки были обработаны строго в срок. География обращений сохранила привычную картину. Больше всего жалоб поступило из Назрани 40%. На втором месте Магаз 23%, на третьем Каргуат. Тематические структуры обращения осталось без существенных изменений. 40% это ЖКХ, в основном перебой с водоснабжением, 15% дорожные проблемы и почти 11% вопросы энергетики. Также в рамках совещания участники обсудили отбор граждан на военную службу. Президент страны Владимир Путин подписал закон, по которому с 2026 года призыв будет вестись круглогодично. Глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграмме отметил, это решение необходимо. Оно принято для того, чтобы работа военных комиссариатов была более организованной. Теперь сборные пункты и медкомиссии будут работать в обычном режиме на протяжении всего года, без сезонных перегрузок, которые раньше приходились на весну и осень. По поводу контракта. Контракт у нас на завершающей стадии. На сегодняшний день выполнение у нас 94%. Не обошли стороной и реализацию пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в регионе. Республика усиляет работу в этом направлении. Благодаря деятельности ГУП «Единый оператор» за 2 года в Ингушетии появились возможности для более эффективного управления ресурсами и мониторинга состояния инфраструктуры. Сейчас в регионе наблюдается своевременное реагирование на аварийные ситуации. За последние 2 недели нами проводится ряд мероприятий. Это занесение информации по проживающим по населенным пунктам. Динамика сбора у нас улучшилась. По вашему поручению, Владимир Ильич, я ежедневно вам направляю информацию, если взять сегодня по единому оператору. И мы сами делаем анализ, но там улучшение есть по сбору. И в дополнение этого проводится мероприятие по исполнению протокольного поручения Назарова. Там у нас еженедельно бывает совещание по ВКС с Минеком России. Там проводятся те поручения, которые ими нам даются, мы отрабатываем еженедельно. Рассмотрели также проект закона о развитии ответственного ведения бизнеса в Республике Ингушетия. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.